Итак, что мы, мусульмане, должны делать, чтобы помочь Палестине? Время не позволит мне говорить слишком много, поэтому мы вкратце упомянем лишь несколько шагов. Итак, я бы хотел упомянуть около 10 шагов, которые мусульмане должны предпринять, чтобы помочь Палестине. Из них первые 7 любой мусульманин может и должен совершить. А что касается оставшихся, то для большинства мусульман это может быть невозможным. Однако те, кому Аллах даровал возможности и силы, могут это сделать. Первый шаг. Самое малое, что может и должен сделать любой мусульманин, это обратиться с мольбой за палестинцев, за мечеть Аль-Акса. Я считаю, что это обязанность каждого мусульманина – молиться за наших палестинских братьев и сестер. Мы должны молить Аллаха, даровать им безопасность, даровать им победу. Мы должны молить Аллаха, даровать им терпение, чтобы тем палестинцам, которые стали мучениками, Аллах даровал высшие степени в раю. И вот что я предлагаю. Наилучшее время для мольбы для наших палестинских братьев и сестер – это молитва тахаджуд. Если вы, находясь в земном поклоне молитвы тахаджуд, сделаете дуа за наших палестинских братьев и сестер, то это будет наилучшее время для молитвы. Те мусульмане, которые регулярно встают на тахаджуд, должны продолжать это делать и просить Аллаха за палестинцев. А для тех, кто не привыкли просыпаться на тахаджуд, пусть это будет побуждением. Просыпайтесь в последнюю треть ночи и совершайте тахаджуд. И во время тахаджуда, находясь в земном поклоне, просите Аллаха даровать палестинцам безопасность, даровать им терпение, даровать им победу, а также даровать рай тем, кто пали смертью мучеников. Кто знает, возможно, благодаря этому вы привыкнете просыпаться на тахаджуд каждую ночь. И, возможно, именно ваша мольба станет причиной облегчения для многострадального палестинского народа. Последняя треть ночи – наилучшее время для дуа, когда Всевышний Аллах отвечает на мольбы верующих. И Он как бы говорит: «Кто станет обращаться ко мне с мольбами, чтобы я ответил ему? Кто станет просить меня о чем-нибудь, чтобы я даровал ему это?» Итак, самое малое, что мусульмане могут сделать, это мольба за наших братьев и сестер в Палестине. Второй шаг. Посредством социальных сетей мы должны рассказывать и писать о том, что происходит в Палестине, о зверствах, совершаемых израильскими властями по отношению к палестинцам, о грубейших нарушениях прав человека, об игнорировании международных резолюций. Мы должны использовать все имеющиеся социальные сети, будь это Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, чтобы мир узнал о зверствах израильских властей и военных по отношению к мирным палестинцам. Третий шаг. Мы должны распространять литературу, будь это буклеты, брошюры, книги, электронные книги о ситуации в Палестине. Опять же, чтобы как можно больше людей узнало, что происходит в Палестине. Четвертый шаг. Мы должны расклеивать плакаты на зданиях, на автобусах, на других всевозможных площадках. Опять же, чтобы люди, живущие в наших странах, в наших городах и селах, узнавали о том ужасном положении, в котором оказались наши братья и сестры в Палестине, и о преступлениях израильского сионистского режима. Пятый шаг. По всему миру мусульмане должны организовывать мирные протесты. Но при этом очень важно, чтобы эти протесты были согласованы с властями той страны, в которой вы живете. Необходимо добиться разрешения на проведение митингов, и нужно строго соблюдать закон и правопорядок. Шестой шаг. Мусульмане по всему миру должны бойкотировать все израильские товары. Мы должны прекратить употреблять и покупать любые израильские товары и продукты. Нас 25% от всего населения мира. И если мы будем бойкотировать 100% израильских товаров, то, несомненно, это станет большим ударом и хорошим уроком для них. Седьмой шаг. Мы должны оказывать финансовую помощь палестинцам по мере наших возможностей. Как я уже много раз говорил, когда вы оказываете финансовую помощь,
Пусть это будет определенный процент вашего месячного дохода, 10, 20, 30%, сколько вы можете, для помощи нашим палестинским братьям и сестрам. Эти деньги пойдут на строительство больниц, на строительство школ, домов, возможно, на раздачу еды и на другие необходимые цели. Мы должны жертвовать столько, сколько можем. И всегда помните, что Всевышний Аллах смотрит не на количество вашей милостыни, а на то, каков это процент от удела, которым наделил вас Аллах. Например, если человек зарабатывает $1000 в месяц, и из этих денег он жертвует $100, то он получит больше вознаграждения, чем тот, кто заработал $1 миллиард и пожертвовал только $1 миллион. Поскольку $1 миллион из $1 миллиарда это 0,1%, в то время как $100 из $1000 это целых 10%. Поэтому человек, который зарабатывает около $1000 и при этом жертвует $100, получит в 100 раз больше награды, чем тот, кто заработал $1 миллиард и пожертвовал только $1 миллион. Другими словами, Аллах смотрит на то, какую долю из своего имущества вы расходуете, а не на количество. Поэтому давайте пообещаем себе, что мы будем отдавать некоторую часть нашего дохода на пути Аллаха. И из этой суммы мы будем выделять долю для палестинцев. Следующий шаг. Что касается первых 7 шагов, то каждый мусульманин может и должен их совершать. И это самая малость, что мы можем сделать для наших братьев и сестер в Палестине. Что касается оставшихся шагов, то некоторые мусульмане могут их предпринять, а некоторые нет. В зависимости от того, кому Аллах даровал возможности. Все те, у кого есть контакты или влияние в популярных медиаресурсах, должны использовать этот шанс и рассказывать о положении палестинцев в популярных медиаресурсах. Например, мы владеем каналом Peace TV, и сегодня эта программа идет в прямом эфире на канале Peace TV. По милости Аллаха, аудитория канала увеличилась до 200 тысяч зрителей. И я уверен, что в данный момент нас смотрят десятки миллионов людей. Они смотрят прямую трансляцию в Фейсбуке, в Ютубе и на других медиаплощадках. Таким образом, какую бы возможность Аллах не даровал вам, постарайтесь рассказать об этом на популярных медиаресурсах. Следующий шаг. Помимо всеобщего бойкота израильских товаров, мусульманские страны должны разорвать всякие дипломатические отношения с ними. И хвала Аллаху, большинство мусульманских стран уже разорвали дипломатические отношения с Израилем. К сожалению, некоторые мусульманские страны продолжают или только восстановили дипотношения. Как можно пожимать руки с убийцами мирных палестинцев, женщин, детей и стариков? Ведь убийство невинного человека – это второй по тяжести грех в исламе, особенно если речь идет о мусульманине. Наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что жизнь одного верующего священнее, чем Кааба. Совсем недавно были убиты сотни мирных палестинцев. И что делает лидер некоторых исламских стран? Как можно держаться за руки с врагами? Это не просто мусульмане, это палестинские мусульмане, которые выполняют фардуль-кифая от лица всей мусульманской уммы. Как они могут дружить с убийцами мусульман в Палестине? Мы должны разорвать всякие дипломатические отношения. И вдобавок, я бы хотел поздравить народ Кувейта. Недавно появились новости, что в кувейтском парламенте предложили закон, согласно которому любой, кто станет поддерживать Израиль, реальными делами или посредством соцсетей, сядет в тюрьму на 10 лет. Я молю Аллаха, свят Он и велик, чтобы в скором времени этот закон был принят. И я бы попросил лидеров всех 57 стран с мусульманским большинством также принять подобные законы, чтобы все, кто поддерживает Израиль, физически или в соцсетях, сел в тюрьму. Пусть это станет законом. Я понимаю, что многие люди боятся подобных жестких мер. Ведь Израиль поддерживает ведущие супердержавы мира. Однако они забывают, что с нами Аллах.
Всевышний Аллах поможет нам, ведь Он всегда вместе с верующими. Но, к большому сожалению, сегодня наше положение очень слабое. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что наступят времена, когда мусульман будет огромное количество. Однако они будут подобны морской пене, то есть они будут очень слабы и беспомощны. Следующий шаг. Все мусульмане мира должны объединиться. Ведь Всевышний Аллах сказал в благородном Коране в суре семейства Имрана в аяте 103: «Крепко держитесь за верь в Аллаха». Это Коран и хадисы. «Вместе и не разделяйтесь». Мы, мусульмане, наконец должны объединиться. Самый главный фактор объединения – это благородный Коран и достоверные хадисы. И есть еще один очень важный фактор, способствующий объединению мусульман. Независимо от того, к какому мазхабу вы принадлежите, неважно в какой стране вы живете. Это палестинский вопрос. Потому что в Палестине находится мечеть Аль-Акса, которая дорога сердцу всех мусульман, живущих на земле. Будь они в Саудовской Аравии или в Малайзии, или в Индии или в Пакистане, или в Турции, где бы они ни жили. Мечеть Аль-Акса имеет огромную важность для каждого мусульманина. За 11 дней войны сотни мирных палестинцев были жестоко и беспощадно убиты. Целью бомбардировок были гражданские объекты, офисы зарубежных СМИ. Более 250 палестинцев потеряли свои жизни, из которых 66 были детьми. И как отреагировал мир? Да, были гневные протесты. Да, последовала реакция мирового сообщества. Но я считаю, что реакция должна быть более сильной. Да, приятно наблюдать за тем, как в Малайзии, например, главные здания столицы и других городов были освещены в цвета палестинского флага в знак солидарности с палестинским народом. Подобные акции проходили в Индонезии, Турции и в других странах. Однако наши действия будут по-настоящему эффективными только в том случае, если мы объединимся. Если все мусульманские страны объединятся и станут на защиту наших палестинских братьев и сестер. И мы молимся за них. Иншаллах, мы станем более эффективными. Как бы там ни было, Всевышний Аллах испытывает нас. Он не нуждается в нас, поскольку Он самодостаточный. Аллах обещает нам в Коране, что Он непременно покарает беззаконников. Также Аллах говорит, что Он всего лишь дает им отсрочку. Аллах не нуждается в нас с вами. Это мы нуждаемся в Его помощи. Так почему же мы не станем подобны одному телу, как описал нас пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Если что-то произойдет с одной частью, все тело мучается от жара и лихорадки. Поэтому я прошу своих братьев и сестер по всему миру претворять в жизнь те несколько шагов, о которых мы сказали. Еще раз прошу Аллаха защитить наших палестинских братьев и сестер, даровать им терпение, даровать им победу и даровать высшие сады Фирдауса всем, кто пал мученической смертью. И я бы хотел от лица всей уммы поблагодарить всех палестинцев за то, что они выполняют фардуль кифая, защищая третью святыню ислама. Мы благодарим вас и просим Аллаха, чтобы Он вознаградил всех палестинцев садами Фирдауса.